Виктор Цой. Романс. Глава 1. Когда все было готово ко сну, то есть зубы вычищены, необходимые части тела вымыты, и одежда бесформенным образом лежала на стуле около кровати, он лег поверх одеяла и принялся разглядывать неровности давно не беленого потолка. День прошел достаточно обычно. Несколько встреч, несколько чашек кофе и вечерние гости с поучительной, но не очень интересной беседой. Вспомнив об этом, он скептически улыбнулся, а затем откровенно зевнул, автоматически прикрывая рот рукой. Потом мысли его приобрели более возвышенное направление, и он вдруг задал себе вопрос: «Что у меня есть?» «У меня есть дело», — начал размышлять он, — «и есть люди, которые помогают мне, хотят они того или нет, и люди, которые мешают мне, также хотят они того или нет. Я благодарен им, и в принципе делаю это дело для них, но ведь мне это тоже приносит удовлетворение и удовольствие. Означает ли это наличие какой-то гармонии между мной и миром? Видимо, да. Но нитка этой гармонии все-таки очень тонкая, иначе не было бы так трудно просыпаться по утрам, и мысли о смерти и вечности и собственном ничтожестве не повергали бы в такую глубокую депрессию. Однако единственный, по его мнению, приемлемый путь добиться спокойного отношения к смерти и вечности, предлагаемый Востоком, все-таки не мог найти отклика в нем, так как предполагал отказ от различных развлечений и удовольствий. Сама мысль об этом была ему невыносимо скучна. Казалось нелепым тратить жизнь на то, чтобы привести себя в состояние полного безразличия к ней. Напротив, он был уверен, что в удовольствии отказывать себе глупо, и что заложенные в нем духовные программы сами разберутся, что хорошо, а что плохо. Он приподнялся на локтях и посмотрел за окно. И огоньки еще не погасших окон показались ему искрами сигарет в руках идущих в ночную смену рабочих. Он вдруг представил, как они стоят кучкой на перекрестке и, ежась от ветра, вырванные из теплых квартир, ждут служебный автобус. Захотелось курить. Решив, что желание курить все-таки сильнее, чем желание остаться лежать и не шевелиться, он встал, набросил свой старый потрепанный халат и, сунув ноги в тапки, побрел на кухню. Закурив, он некоторое время сидел нога на ногу, жмурился от яркого света и внимательно смотрел на дым папиросы. Со стороны мундштука дым шел слегка желтоватый, а с другой синеватый. Переплетаясь, дым тягуче поднимался вверх и рассеивался у закопченной вентиляционной решетки. Тут он поймал себя на мысли, что минуту назад вообще ни о чем не думал, а был всецело поглощен созерцанием поднимающегося вверх дыма. Он засмеялся. Видимо, в этот неуловимый момент он как раз и находился в состоянии полной гармонии с миром. Затем он вспомнил, что нужно достать где-то денег и купить не особенно протекающую обувь. Старая, практично подумал он, протянет еще от силы недели-две. А скоро весна. Докурив и снова зевнув, он немного подался корпусом назад, отчего на груди его под левым соском образовался проем с мягкими неровными краями. Глубоко погрузив туда руку, он осторожно достал свое сердце, которое лежало там, как в мягко выстеленном птичьем гнезде. Ощупав его и немного подышав на гладкую глянцевую поверхность, он открыл дверцу кухонного шкафа и бросил его в мусорное ведро. Сердце лежало там, неподвижно. Затем стенки ведра начали покрываться инеем. Он встал, потянулся и пошел обратно в комнату. Перед самым смыканием краев проема внутрь незаметно залетел мотылек. Уже засыпая, он услышал, как за стеной зазвонил будильник. Проснулся он от занудно крутящейся в мозгу строчки: «Ты 7-8, ты 7-8». Встав с постели, он, шатаясь, пошел в туалет. По пути из туалета в ванную его настиг приступ рвоты. Перегнувшись через эмалированный край, он засунул в рот 2 пальца и вдруг почувствовал, как под пальцами что-то шевелится. Он резко отдернул руку, и вслед за этим бесчисленное множество мотыльков так облепили лампочку, что уже через минуту он оказался в полной темноте, в которой было слышно только шуршание крыльев и звук падения в раковину маленьких мертвых тел. Он успел заметить, что мотыльки были ярко-красные, как кровь. Строчка продолжала играть. «Ты 7-8, ты 7-8». Вернувшись в комнату, он достал из ящика 2 пистолета, вставил дуло в ушные раковины и одновременно нажал на курки. Падая, он почувствовал, что пули сошлись точно в центре и расплющились одна об другую. Глава 2. Некоторое время он лежал, приходя в себя. Навязчивая строчка звучала все тише и тише, и, наконец, умолкла совсем. Он открыл глаза и взглянул на часы. Было без четверти 12.
Он вспомнил, что в 12 у него встреча с братом, который хотел познакомить его со своей невестой и пообедать втроем в каком-нибудь небольшом ресторане. Он снова прошел в ванную комнату. Мотыльков уже не было. Он побрился, удивляясь, куда же они делись, уложил волосы и, быстро одевшись, вышел на улицу. Несколько минут он стоял, осматриваясь. Был обычный летний день. Несколько пыльных тополей буквально кишели голдящими птицами. Несколько бледных детей сосредоточенно ковырялись лопатами в песочнице, на деревянных бортах которой было написано «Хуже всего быть мишенью в тире с плохими стрелками». Их мамаши, разомлевшие на солнце, лениво судачили о чем-то, рассевшись в ряд на недавно выкрашенной скамейке. Он придал лицу лениво высокомерное выражение и отправился к месту встречи. Брата он увидел издалека. Тот стоял, образуя пробку в движении людской массы, и оживленно беседовал с маленькой светловолосой девушкой. Она слушала его, внимательно и влюбленно следя за его лицом, и иногда кивая. Единственная ее примечательность была в том, что она была одета. «Привет», — сказал он, подойдя. «Привет», — сказал брат. «Погоди, я сейчас мигом», — добавил он и наотмашь ударил девушку по лицу. Ее отшвырнуло на несколько шагов, и какой-то прохожий старик подхватил ее и, подталкивая спину, повел к своей стоявшей неподалеку машине. «Что, раздумал жениться?» — спросил он. «Да нет, просто решили пару недель повременить. Пойдем куда-нибудь, перекусим». Они замолчали. Отношения с братом у них были сложные. Тот, поскольку был старше, всячески опекал его и вообще, похоже, испытывал к нему отеческие чувства. Но при этом всегда соглашался с ним и без сомнений пускался за ним в самые безрассудные предприятия. «Ну как она тебе?» — набравшись храбрости, спросил брат. «Ничего, да?» «Ничего», — ответил он. «Странная какая-то». «Нет, она просто не здешняя, не обвыкла еще. Но зато пока еще готовить умеет». «Что готовить?» — опешил он. «Ну, соль, сахар, перец черный», — мучительно краснея сказал брат. «Я-то не очень в этом разбираюсь». «А», — протянул он. В это время из нескольких окон сразу застрочили пулеметы. И праздничная толпа сразу задвигалась, зашумела, побежала. Он вспомнил, что утром по радио диктор с торжеством в голосе объявил о каких-то показательных учениях лучшего в стране стрелкового полка и пригласил всех желающих посмотреть на этих простых бравых ребят, не жалеющих времени и сил на воспитание в себе качеств настоящих защитников народа. Люди бежали, некоторые падали, нелепо выворачивая шеи, некоторые останавливались и тихо садились на асфальт, привлеченные видом текущей из них крови. Тут из репродукторов, висящих на стенах домов, грянул марш. Все это производило такой шум, что они с братом едва могли слышать друг друга. Брат картинно вытаращил глаза и с ужасом, глядя на него, зажал пальцами уши. Он пожал плечами и, отпихнув попавшуюся под ноги дамскую сумочку, толкнул ладонью дверь, на которой висела табличка «Ресторан «Командир». Не работает рано утром». Через час они вышли из ресторана и, достав каждый по папиросе, уселись на старой белой скамейке, исписанной именами, телефонами и просто словами. Чаще всего попадалось слово «рука», и иногда оно сопровождалось изображением этой части тела. Вдруг он заметил между ног странную надпись, видимо зашифрованную. Буквы «В», «А», изображение квадрата, буква «Г» и треугольник, после которого стояла «Она». Он достал записную книжку и зарисовал все это. Затем достал перочинный нож и тщательно срезал надпись, а по свежему срезу аккуратно написал «Рука». Брат, взглянув на часы, забеспокоился. «Извини, у меня еще дела. Мне пора. Позвони в конце недели». На слове «неделю» он закашлялся. Жестами показав, что говорить больше не может, он порылся в кармане, достав оттуда смятую купюру, аккуратно расправил ее и положил ему на голову. Затем коротко пожал руку и засеменил в сторону стоянки такси. Но асфальт под ним вдруг начал проваливаться, и брат, с каждым шагом погружавшийся все глубже, в конце концов завяз окончательно. Он некоторое время рассматривал широкую спину брата, удивляясь, насколько все-таки тот представительнее выглядит. Затем встал и походкой скучающего франта отправился, куда глаза глядят. «Как странно», — подумал он, глядя на прохожих, «ведь в голове у каждого из них есть схожий с моим мозг. Кого-то мучают похожие на мои проблемы, кто-то ищет ответы на те же вопросы, кто-то, может, уже нашел». Он напряженно вглядывался в лица, но лица были довольно одинаковые, и в конце концов слились в одно большое детское лицо, в котором он с удивлением узнал себя в возрасте 12 лет, каким он был запечатлен на одной из старых фотографий. Несколько секунд он рассматривал себя, потом слегка толкнул лицо ладонью, и оно рассыпалось на 1000 лиц, которые то улыбались, то искажались гневом, то принимали снисходительно насмешливое выражение.